Привет, как тебя зовут? Привет, Руслан. Ты первый раз в штабе? Первый раз я вот долго наблюдал у своего друга Марселя, который здесь выступает часто, а теперь воочию здесь присутствую, прикольно, интересно. Как вообще твои ощущения, первые впечатления, расскажи. Ну, первое, это чай зачетный, да. Еда тоже вкусная, люди приятные, общаемся с разными возрастами, это радует. Сейчас начнется творческая часть, как я полагаю, и увижу это все вживую, наконец-таки. Смотри, такой вопрос. Представь ситуацию. Если бы тебе пришлось объяснять иностранцу, который ничего не знает о татарах, да, если бы ему пришлось объяснить, кто такие татары, пришлось бы рассказать про культуру, с чего бы ты начал? Ну, наверное, с религии я бы начал, из чего-то крупного, потом отнес к каким-то моментам касательно национальных героев, вероятно, блюд, естественно, обычаев, традиций. Привет, как тебя зовут? Привет, Исламия. Исламия, очень приятно. Представим ситуацию. Тебе подходит иностранец, который абсолютно ничего не знает про татар. И если бы пришлось иностранца знакомить с татарской культурой, с чего бы ты начала в первую очередь? Наверное, с истории. Так как я историк-цирколог, то с истории вообще, как произошли татары, и начала бы знакомить с культурой. Какие у нас особенности, традиции, обычаи. А что бы ты рассказала вообще вкратце про историю, откуда мы произошли, откуда начались наши истоки вообще, самые ранние, самые первые? Татары — это тюркский народ, вот, про это бы рассказала. Если про особенности культуры, то... А происхождение? Если прям очень с самого начала, то от гуннов. Как тебя зовут? Меня зовут Алмаз. Алмаз, очень приятно. Ты часто бываешь у нас? В штабе? В последнее время нет. В последнее время нет, но не первый раз, так скажем. Ну, да, я давний посетитель, не часто вот так вот. Смотри, представь ситуацию. Если бы тебе пришлось встретиться с иностранцем, который совершенно ничего не знает о татарах и о татарской культуре, с чего бы ты начал? Первое, что приходит в голову, что татары — это первые мусульмане в России. Наши предками были волжские булгары. У них достаточно рано появилась система канализации. Вот, я об этом знаю. И подпольного отопления. Да. Развитая структура, в сравнении со славянскими племенами в то время у них такого не было. Ну, это крутая цивилизация была по тем временам, правда. Да, круто. Вот, я бы сказал еще про очень красивая душевная музыка, танцы. Вот, я сам танцую. Классно. А ты для себя танцуешь или профессионально? В составе нашего московского ансамбля «Ильдан». Следующий интересный факт — это первое упоминание о татарах. Была найдена стела в Монголии в 400 километрах западнее от Улан-Батора. И на ее древнетюркских письменах первое упоминание о татарах. Там написано «Узур татар», «Утус татар», то есть 30 татар. И, наверное, еще один факт, это интересно, это то, что татары являются государствообразующим народом. Привет, как настроение? Шепский. Шепский, значит, хороший. Как часто ты бываешь в штабе? Топпер, Турошамкилерге, каждый раз. Каждый раз, отлично. Вот смотри, ситуация. Тебе приходится объяснять иностранцу, который только приехал в нашу страну или приехал в Татарстан и ничего не знает о татарах. Вот ему надо объяснить, кто такие татары. С чего бы ты начал свой рассказ? Я бы начал с булгар, я думаю, с местоположения нашего, как мы к этому пришли, то есть какие у нас до этого были местоположения у татар и из каких народов мы вылезли. Да, там много на самом деле всего разного было. Так, отлично. А потом следующее вообще, с чем еще ассоциируются татары? Вот с историей, там понятно, достаточно там большая, сложная история. Не каждый ее знает на самом деле, к сожалению. Вот еще какой момент может сразу свидетельствовать о том, что, это точно татары? Я бы рассказала про традиции, конкретно сначала про тюркские и вообще про тюркские народы, а потом про конкретно татарские некоторые обычаи, гырыв гадат турында. Стал бы ты знакомить там с музыкой, например, она очень такая у нас интересная, достаточно разнообразная. Конечно, татар халық жырлары белән, особенно с танцевальными больше всего, потому что с текстом не очень будет понятно, но рассказать, что именно у нас много танцевальных композиций. Ну и, конечно же, самое главное, с чем надо знакомить, это с татарской кухней. Әлбәттә. Да, потому что поесть мы любим, правда? Нахшулай.
Рустем Фаязович, как дела, как настроение? Настроение отличное. Сегодня прошел вот такой хороший вечер. Новые люди. Очень позитивно. Вот сейчас играют настольные игры. Один товарищ мне сказал, самое главное, что есть у вас в штабе, никто не матерится и не пьет пиво. Это шутка. Это неправда, да? Или это правда? Это правда, это сказал Сергей Крылов, певец. Частый гость наш бывший. Рустем Фаязович, с чего бы вы начали знакомить иностранца с нашей культурой? Вообще, что такое татары? Я бы сказал, чак-чак, мы вот такие. Вот так, наверное. Чак-чак и... Мы такие Вот такой же. хороший народ, да, Ага. хорошие люди. Так, а еще что можно сказать? Про татар? Про татар, значит, у нас есть огромные недостатки. Мы с вами все татары очень-очень скромные. Не все. Лишнего скромные, Не понимаете? Вот. Но преимущество наше – это то, что мы трудолюбивые, духовитые. Во время войны, вот 12-й год, 41-й, конечно, в бой в первых рядах бежали, конечно же, татары. С чего бы вы начали свой рассказ? Ну, вообще, самое первое. Наверное, вы рассказали про Чак-Чак. Чак-чак, а еще какие идеи? Наверное, спели бы песни. То есть его бы сразу ты научила татарским песням. Все, супер, спасибо. Ребят, вопрос такой. Представьте, что приезжает иностранец, который абсолютно ничего не знает про татар, а ему надо рассказать. Вот с чего бы вы начали? Акбарс. Сразу в голову пришел. Хоккей, я думаю, все смотрят. Да, супер. Чай с молоком какой-нибудь. Кул-Шариф. Кул-Шариф, так. Чак-чак. Чак-чак, совершенно верно. Так, ну и давайте по третьей накидайте. Зеленый цвет просто. Зеленый цвет, не, ну зеленый цвет, да, так. Я думаю, это певица Айгель. Или Айгел. Песня, да? Бин Алтын Макрур Шашак.